Давайте честно себе признаемся, что многие из нас на самом деле не задумываются о стоимости кредитных денег. Перед тем, как человек собирается взять кредит, его интересует лишь один вопрос – дадут или не дадут. К сожалению, вопрос «сколько мне это будет стоить?» задают себе лишь некоторые. Отсюда и вытекает ряд проблем в последующем. Это и просроченные платежи, дополнительные займы, нагрузка по поиску дополнительного дохода и так далее. Люди берут кредиты – это факт. Кредиты имеют свои преимущества. Об этом надо помнить. И главное – соблюдать некоторые правила, которые предостерегут вас от долговой ямы. Сегодня в нашей передаче про деньги мы и поговорим об этих правилах, а также постараемся наглядно показать, сколько же стоят кредитные деньги. О том, насколько выгоден кредит, обычно люди судят по процентной ставке, которую предлагает банк, рассчитывают на одну сумму, а при оформлении кредита появляются различные дополнительные платежи, и выходит совсем другая. С 21 января текущего года приняты поправки к закону о потребительских кредитах и займах, и банки теперь обязаны раскрывать заемщику полную стоимость кредита. Как узнать, сколько на самом деле стоит выбранный вами кредит, расскажет гостья нашей студии, главный экономист, лектор финансового просвещения отделения Банка России по Якутии Татьяна Владимировна Дроздова. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. И первый вопрос. Что такое полная стоимость кредита и почему она так важна? Полная стоимость кредита важна потому, что она включает не только процентную ставку, как многие привыкли думать, да, что вот мы собираемся взять кредит, не обращая внимания только на процентную ставку. А вот полная стоимость кредита включает в себя еще дополнительные услуги, которые банк оказывает и которые влияют на условия кредитного договора. Здесь может быть включена обязательная страховка, без которой невозможно будет взять кредит, например, потому что процентная ставка изменится. Помимо этого, банк может включить и другие дополнительные услуги. Это может быть и СМС-информирование, и добровольное страхование здоровья и жизни. Это может быть услуги нотариуса, какие-то дополнительные услуги. Вот перед тем, как подписать договор, нужно будет внимательно посмотреть на эту полную стоимость кредита, которая указывается в договоре на первом листе в правом верхнем углу, прямо в квадратике, и уточнить, что банк включил в эту стоимость. И при этом еще уточнить, действительно ли эти пункты являются настолько обязательными, и если от них отказаться, повлияет ли это как-то на процентную ставку, либо на другие условия договора. И подписывать договор нужно только после того, как вы согласовали все эти дополнительные услуги. И нужно учитывать, что не все дополнительные услуги включаются в эту полную стоимость кредита. Например, ведение судного счета или подготовка документов к оформлению договора. Это банк не должен включать в полную стоимость кредита, потому что это его работа. Также не включается рассмотрение заявки по кредиту, на кредит, который подается. И вот только после того, как вы понимаете, что включено в эту полную стоимость кредита, вы подписываете договор. Хорошо, а можно ли отказаться от дополнительных услуг, вот если человек действительно обнаружил, что ему банк предложил такие услуги? Да, по законодательству можно сделать это в течение 30 дней, потому что сейчас банки на следующий рабочий день должны вам прислать уведомление о всех дополнительных услугах, которые вам были подключены, и вы их подписали, и при этом проинформировать, что от каких услуг и в какое время можно отказаться. Там есть предельный срок, в который можно отказаться. И помимо этого они должны, конечно, вас уведомить о том, повлияет ли это на условия кредитного договора, на ту же процентную ставку, либо еще на какие-то условия. Хорошо, а есть ли какие-то специальные правила, да, и как кредитор вообще может направить это уведомление о дополнительных услугах? Как человек его получит? Законодательством предусмотрено прям последовательное направление этих уведомлений, и их порядок не должен быть меняться. И вот в первую очередь, конечно, банк должен направить уведомление через личный кабинет, если заемщик подключен к этому личному кабинету, с одновременным направлением push-уведомления заемщику, на номер телефона. Если у заемщика нет личного кабинета, мобильного приложения личного кабинета, тогда это уведомление направляется через личный кабинет на официальном сайте. Если же нет и ни мобильного приложения с личным кабинетом, ни личного кабинета на официальном сайте, тогда направляется на электронный адрес.
который указан в заявлении. Ну, если уж и этого нету, тогда уведомление направляется тем способом, который указан либо в заявлении на кредит, либо вот в заявлении на дополнительные там услуги. И вот эта последовательность, она должна соблюдаться. То есть направить любым способом, если есть мобильное приложение, невозможно. Направляем только через мобильное приложение. А если не соблюдается последовательность? Ну, по законодательству должны соблюдать. То есть, если предусмотрено, это все соблюдается. И получается, что отказаться-то можно в течение 7 рабочих дней. Там у нас вот такие указаны. Тут многие банки заставляют оформлять страховку. И обязательно ли оформлять эту страховку именно при получении кредита? Ну, при получении кредита банки всегда предлагают страховку, иногда даже не одну. Банки тоже можно понять, да, таким образом они пытаются снизить свой риск, если вдруг заемщик не вернет им деньги. Ну, мало ли, что с человеком может случиться, доход снизился, там, попал в сложную ситуацию, и поэтому вот предлагаются страховки. По законодательству есть вот обязательное страхование. Банк обязательно скажет вам застраховать имущество, которое он берет в залог. Это, как правило, квартира, недвижимость, да, либо автомобиль. Если человек отказывается страховать залог, то банк откажет вам в предоставлении заемных средств. Но невозможно будет взять кредит только ипотечный, вот, без страхования залога. По автокредитам, бывает, что банки идут на уступки, и залог можно не страховать. Вот это вот то обязательное страхование, от которого отказаться по законодательству нельзя. Есть еще добровольное страхование, но опять же здесь нужно смотреть. Многие добровольные страховки, они влияют на условия кредитного договора. И если, например, от этих страховок отказаться, либо других каких-то сервисов, то у вас изменится процентная ставка, либо какие-то иные условия договора, и это может повлиять на решение банка выдать вам кредит. И вот такие вот сервисы и страховки, которые влияют на условия кредитного договора, они, как правило, прописываются в заявке на кредит. И чтобы от них отказаться, вы должны уточнить, как они повлияют, если вы откажетесь от той или иной услуги. А есть, которые добровольные еще, страховки, сервисы, они оформляются вообще отдельным документом, отдельной заявкой. Вот их вы вообще подписывать можете не подписывать, потому что они вообще никак не влияют на условия договора. Это вот такие важные моменты, на которые надо обратить внимание. Ну и важно все равно, чтобы человек понимал, наверное, ответственность собственную, да, и если для него важно застраховать кредит, чтобы потом этот кредит не перешел по наследству его родным, мне кажется, все равно использовать. Да, таким образом вы тоже снижаете свои риски в случае наступления там какой-то жизненной ситуации сложной, когда невозможно выплачивать кредит. Можно ли сделать так, например, купить страховку, а потом вообще отказаться от нее? Так тоже можно сделать, потому что у каждой страховки, которая оформляется при заключении кредитного договора, есть период охлаждения. Вот именно по кредитным договорам такой срок – это 30 дней. Некоторые поставщики таких услуг, они в договоре могут прописать более длительный срок. Здесь тоже в договоре нужно будет смотреть. Но опять же, отказываясь, как я уже говорила, да, что с начала 2024 года на следующий рабочий день банк вам присылает уведомления о всех дополнительных услугах, вы их рассматриваете и можете отказаться. Но вы должны понимать, что отказываясь от того или иного вида услуг или страховки, может измениться условия кредитного договора, может повыситься процентная ставка. Поэтому здесь тоже нужно уточнить у банка, как в этом случае поступить и как это повлияет на договор. Но опять же есть обязательные страховки, которые предусмотрены кредитным договором. И чаще всего банк, являясь агентом страховой компании, предлагает оформить страховку прямо у себя в банке. А заемщик, в принципе, может не оформлять страховку прямо в банке, он может выбрать любую другую страховую компанию, которая будет просто подходить под требования банка. И в течение 30 дней он, отказавшись от страховки, которую в банке оформил, он может оформить страховку в другой страховой компании, которая более выгодна ему по условиям, и перенести ее в банк для того, чтобы банк проверил, подходит она под условия такого требования или нет. Все это можно сделать в течение 30 дней, и тогда банк не имеет права поменять вам условия договора, если вы меняете, грубо говоря, поставщика услуг.
по страховой компании. А что делать, если банк отказывается менять страховщика? Ну, бывают же разные ситуации, да, менеджеры разные работают. Вот, например, не соглашается банк, например, на условия своего клиента, то есть, что он хочет поменять стоимость, страховку, страхователя хочет изменить, там что-то еще поменять, какие-то условия в договоре. Нарушаются ли тут права финансового потребителя? Да, здесь нужно писать заявление, брать всю переписку, собирать подтверждающие документы и жаловаться, обращаться через интернет-приемную Банка России. Помимо этого, есть у нас еще и финансовый уполномоченный, который решает споры до 500 тысяч рублей. К нему тоже можно обращаться, также через сайт приемный, и эти вопросы решаются. То есть в любом случае свои права можно защитить и отстоять. Да. Вот. И тут еще вот то, что касается прав потребителей финансовых услуг, это реклама банков. Часто же мы видим, что очень крупная процентная ставка. На самом деле человек, когда приходит, увидел эту вкусную процентную ставку, да, приходит на нее, а ему совсем другие условия предлагают. То есть условия намного дороже, которые он увидел в рекламе. Вот почему так? И есть ли какие-то правила для рекламы финансовых организаций? Да, сейчас вступили в силу новые правила, причем не только в рекламе, да, но и просто информирование о процентных ставках. То есть сейчас банк, информируя о процентных ставках, обязательно указывает и полную стоимость кредита. Причем это должно делаться одинаковым шрифтом. То есть не то, что там процентная ставка, там крупным шрифтом, да, полная стоимость кредита там где-то мелко, незаметно. Нет, это все делается одним шрифтом, чтобы это было хорошо видно. И чтобы человек сразу понимал, какую переплату ему придется производить, оплачивая кредит. Это информирование предусмотрено на сайтах, в мобильных приложениях, в калькуляторах, в всплывающих окнах. И в рекламе то же самое правило действует, то есть когда идет реклама, неважно, это текстовая реклама, либо со звуковым сопровождением, то здесь тоже должна указываться полная стоимость кредита, минимальная, максимальная, процентная ставка, и все это одинаковым шрифтом. Сейчас это все должно реализовываться, если нарушается, то, соответственно, это уже нарушается закон. То есть здесь все равно человеку нужно обращать внимание именно на то, что указано на экране полностью. Да. И уже нету такого, что если мы подписываем кредитный договор, то там мелким шрифтом, какие-то дополнительные условия, уже это уже все, это уже можно списать в архив. Полная стоимость кредита на первом листе, в правом верхнем углу, большими цифрами, прямо она сразу бросается в глаза. Ее точно не пропустить. Ее невозможно пропустить сейчас, да. И частенько обращаются за консультацией по просроченным кредитам. Что вы посоветуете тем, у кого вдруг возникают трудности именно с платежами по кредитам? У нас какая реакция обычного человека, когда он не может выплачивать, что-то с доходом случилось? Первое, это как-то затаиться, да, что-то сделать, никуда не обращаться и искать выход из положения какими-то такими путями. Ничего не плачу, ничего никому не скажу. На самом деле так делать нельзя. Нужно обращаться в банк. Потому что можно в этом случае... Ситуации же бывают разные. Проболели, доход снизился. Да, или работу меняете, например, какое-то время вы остались без постоянного дохода и невозможно выплачивать те платежи, которые у вас были предусмотрены. Нужно обратиться в банк. Банк вам может предложить реструктуризацию либо рефинансирование. Реструктуризация. Что это такое? Что это? Это, в общем-то, изменение графика платежей таким образом, чтобы платежи были для вас посильны. Там можно, например, чаще всего, как банки делают, они просто удлиняют срок кредита. Например, вы взяли кредит на 2 года, а банк может продлить вам выплаты до 5 лет. Или, например, с 5 до 7. Конечно, нельзя рассчитывать, что ваш 2-летний кредит на 20 лет растянут. Нет, такого не может быть. Либо банк может предложить вам, например, в какой-то определенный период платить только проценты по кредиту, либо, наоборот, только сумму основного долга. Здесь реструктуризация, правила у каждого банка свои, поэтому здесь нужно просто внимательно опять читать, смотреть, подходит, не подходит, насколько гибкие условия. Чаще всего банки идут на реструктуризацию, потому что им все-таки удобно, если человек сам погасит, чем они будут списывать это в убыток, поэтому они стараются пойти навстречу заемщику. Но кроме этого, сейчас с января 2024 года в действие вступил механизм кредитных каникул. Он теперь действует у нас постоянно, и кредитные каникулы могут распространяться как на обычные потребительские кредиты, так и на ипотеку. Но только условия несколько разные.
по времени кредитные каникулы и там у нас полгода, до полугода. То есть можно на меньший срок оформить кредитные каникулы, но максимальный срок полгода. Что касается по потребительским кредитам, там тоже есть определенные условия, и кредитные каникулы можно получить здесь в двух случаях. Если доход снизился больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом, либо второе условие, если жилье человека попало в чрезвычайную ситуацию какую-то, то тогда вот может быть. И есть условия по размеру кредита. Например, автокредит – это сумма не более 1 миллиона 600 тысяч рублей, обычные потребительские кредиты и займы – это 450 тысяч рублей, и кредитные карты – 150 тысяч. И опять же, это не остаток задолженности. Например, если вы кредит оформляли обычный потребительский на 500 тысяч рублей, то кредитные каникулы здесь взять невозможно, потому что вот сумма 450 тысяч должна быть потребительским кредитом. Оформить такие кредитные каникулы можно один раз, если снизился доход вот, больше, чем на 30%, и один раз, если вот, чрезвычайная ситуация наступила. По ипотеке там тоже можно до полугода оформить срок. Там есть определенное условие, что если квартира или жилой дом, он единственный у вас, и сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Ну вот зато причин, по которым можно обратиться, там несколько больше. Там, например, если человек проболел 2 и более месяца, а если человек лишился работы, даже если зарплата не являлась единственным источником дохода. Если родился ребенок, и при этом доходы семьи снизились больше, чем на 20%, а вот платеж ежемесячный по кредитам стал составлять 40% от бюджета семьи. То есть вот в этих случаях тоже можно обратиться за ипотечными кредитными каникулами, но здесь по ипотечному кредиту можно взять только один раз кредитные каникулы. Один раз за весь срок ипотечного кредита, да? Здесь только один. Но это же все равно очень такие хорошие условия, в принципе, которые помогут человеку исправить свою ситуацию с кредитами, выйти как-то из долговой нагрузки, снизить ее. Может ли человек с просроченными платежами оформить реструктуризацию? Вот именно? Да, может. Сколько, вот, если просрочил, вот сколько не платил человек, например, вот год не платил или 3 месяца? Здесь зависит от условий банка. То есть человек может обратиться в банк, и вообще реструктуризация – это, конечно, право банка, а не его обязанность. Но, как я уже говорила, что банку все-таки выгоднее, чтобы человек все-таки рано или поздно этот кредит погасил. А вот насколько и как они будут этот договор дополнительно заключать, это зависит от условий банка, от их возможностей и как у них это вообще принято. У каждого банка разные условия. Потому что по программе рефинансирования, допустим, там очень четкие условия, что у человека не должно быть просрочек по кредитам. По рефинансированию нет. А по реструктуризации, значит, если есть просрочки по оплатам, и, в принципе, человек долгое время не платил, он все равно может прийти и спокойно написать заявление на реструктуризацию. Но это же замечательно, это же лучше, чем оформлять банкротство. Это лучше, чем оформлять банкротство, чтобы выйти на новых условиях и спокойно потом погасить свой долг. И давайте в заключение, наверное, дадим советы нашим телезрителям, тем, которые планируют брать кредиты. Что вы им посоветуете? Самый главный совет перед тем, как вы собираетесь взять кредит, нужно подумать, как вы его будете отдавать. Вот проанализировать всю ситуацию, понять, из каких источников вы сможете его отдавать, изучить все условия, сравнить все условия. Потому что бывает так, что человек думает, что кредит – это выход из какой-то сложной финансовой ситуации. Но это не всегда так. Не всегда кредит помогает решить какую-то финансовую проблему. Поэтому нужно обязательно об этом подумать. Внимательно читаем договор. Берем его с собой, консультируемся не только с родственниками, знакомыми, которыми в этом владеют этой информацией, юридически они, например, понимают, да. Можно проконсультироваться и у менеджеров банка, они должны ответить на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Есть еще такое замечательное приложение ЦБ онлайн, где вопрос можно задать эксперту мегарегулятора. Точно так же вы пишете запрос, и вам приходит ответ уже в онлайн-формате. Еще один важный совет – никогда не брать кредиты по указанию каких-то третьих лиц. Да? Сейчас мы понимаем, что схема у нас распространена, что звонят сотрудники якобы МВД, прокуратуры или Центрального банка
и говорят, что нужно взять кредит, оформить, или что на вас оформляют кредит, и нужно выполнить те или иные действия. И, к сожалению, эта схема у нас в Якутии очень распространена. Очень много людей именно таким образом теряют эти деньги. Так вот, если вам позвонили и говорят сделать что-то по указке, оформить кредит или выполнить какие-то действия, ни в коем случае мы не соглашаемся на это. Мы кладем трубку, сами перезваниваем в свой банк и узнаем, что у нас со счетами, что у нас там с заявкой на кредит, что-то у нас было. Только так мы действуем. Ни в коем случае не поддаемся ни на какие уговоры, ни на какие убеждения. Мы сами все проверяем информацию. Ну и не забываем повышать уровень своей финансовой грамотности, да, используя сайт «Финансовая культура», который рассчитан на широкую аудиторию. Там очень много интересной информации. И самое интересное, есть все новинки, все нововведения. Все, что вот законодательно новое вводится, очень простым языком описывается и рассказывается. Просто следим за новостями, читаем и повышаем уровень финансовой грамотности. Это действительно очень важно. Ну и по итогам я хотела сказать, что у нас на экране, вот вы сейчас видите QR-код, по которому вы можете перейти на Банк России, и отсканировав его, вы попадете на главную страницу регулятора и ознакомитесь с тем, какая информация размещена там. Не поленитесь, перейдите, посмотрите, ознакомьтесь и поймите для себя то, как работает регулятор, именно Банк России. Ну, я вас благодарю, Татьяна Владимировна. Спасибо. Очень рада, что вы всегда соглашаетесь принимать участие в нашей передаче и столько полезной информации даете нашим телезрителям. Спасибо. Приглашайте еще, придем с любой интересующей вас темой. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Итак, вы уже поняли, что стоимость кредитных денег зависит от многих факторов. Проценты, комиссии, страховки – это в совокупности плата за то, что банк дал вам попользоваться своими денежными средствами. Она же переплата по кредиту и важнейший показатель, на который вы должны обратить пристальное внимание. Не стоит усложнять себе жизнь самостоятельными расчетами, перемножая проценты на сумму кредита, прибавляя комиссии и так далее. Запросите в банке предполагаемый график платежей, и из него вы можете легко вычислить сумму переплаты. Сложите все платежи по графику и вычтите сумму взятого кредита. Имейте в виду, что реальный график платежей на момент получения кредита может отличаться от того, который вам давали на этапе предварительных консультаций. Поэтому, прежде чем подписывать кредитный договор, сверьте окончательный график платежей с первоначальным и предложениями конкурентов. Не стесняйтесь, кстати, уйти, если условия кредита и график платежей не подходят для вас. Имейте в виду, что для банка поручительство по кредиту – это дополнительные гарантии. И часто оно позволяет снизить именно процентную ставку. Иногда же поручительство является обязательным условием предоставления кредита. Стоит хорошо подумать, обращаться ли к другу с просьбой стать поручителем. Согласитесь, что ни вы, ни тем более ваш друг не знаете, что может произойти в будущем. А потерять друга и даже нажить в его лице себе врага в случае невыплаты кредита вы сможете запросто, так как с момента первой же просрочки банк вправе требовать оплаты не только от вас, но и от поручителя. А вот прекратить поручительство можно лишь через процедуру банкротства физического лица. Желание банковского сотрудника выдать вам кредит не меньше, чем ваше желание его взять, так как от этого зависит его размер зарплаты. Поэтому в банке будьте более уверенными в себе. Вы можете сказать: я сравню ваши предложения с другими и приму наиболее выгодное для себя решение. Или я слышал, что в другом банке сейчас проходит акция и действуют специальные условия по кредитам. Пойду еще туда и уточню подробности и так далее. Задавайте больше вопросов по условиям кредита. О процентной ставке, комиссии, возможности досрочного погашения и платы за него. Способы оплаты. Создайте впечатление грамотного клиента, дабы у банковского сотрудника не возникало желания продать вам дорогой кредит. В итоге вы получите исключительно выгодный для себя продукт.
Научитесь выбирать правильно. Это всегда нужно делать с выгодой для себя. Не только в отношении вашего семейного бюджета, но и с отсылкой на то, что та вещь, которую вы приобретаете в кредит, принесет вам в прибыль и будет полезна для вас. Повышайте финансовую грамотность вместе с нами. С вами была Рита Якушева в передаче «Про деньги».